Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами программа «Честный разговор». В ней мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем самые важные события региона. Честно и с разных позиций. С вами в студии Ирина Ефимова. На 1 июля указом президента назначено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Перечень поправок обширен. Они касаются обеспечения суверенитета страны, закрепления социальных гарантий для граждан, развития политической системы государства. Большая часть предложенных поправок встретила позитивный отклик у граждан, однако не все поняли их правильно, в том числе в нашей республике. Тема сегодняшнего выпуска – поправки в Конституцию. Необходимо знать. Вместе с экспертами мы разберемся, что в действительности принесут с собой отдельные конституционные изменения России и Якутии. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа. Так звучит та формулировка, которая вызвала вопросы в ряде национальных республик, в том числе и у нас в Якутии. Были высказаны опасения, что внесение этого пункта в Конституцию станет поводом к ущемлению прав народов России. Спросим, что об этом думают эксперты. На связи с нашей студией председатель езидской общины города Якутска, заместитель председателя Общественного совета Министерства по внешним связям и делам народов Якутии Манвел Амаян и председатель Ассоциации писателей Якутии Олег Сидоров. Здравствуйте. Манвел Безбашевич, начнем с вас. Из 100 с лишним национальностей и народов, населяющих нашу республику, езиды – одна из самых малочисленных. Всего лишь около 100 человек. Так что вам наверняка проблемы сохранения культуры и языка знакомы не понаслышке. Поправка о государствообразующем народе встретила настороженную реакцию якутян. На ваш взгляд, обосновано ли это беспокойство и в чем в действительности суть этой поправки и ее отличие от старой версии? Знаете, по 68 статье Конституции государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. В поправке он излагается следующим образом. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Иными словами, все народы России имеют равные права. И в данной статье теперь это подчеркивается. Созданы все условия для сохранения и развития других языков и культур России. А русский язык объединяет все народы Российской Федерации. По всему миру на нем общаются порядка 500 миллионов человек. Русский язык международный, а значит объединяющий. Спасибо, Манвел Безбашевич. В очередной раз мы убедились, как важно воспроизводить не только сами фразы, но и весь контекст. Олег Гаврилович, вы долгие годы работаете с русским и якутским языками, наблюдаете, как они развиваются. Действительно ли придание русскому языку статуса языка государствообразующего народа угрожает развитию языков других народов России? Никакой угрозы нет, потому что если мы обратимся к истории, русский язык всегда был объединяющим началом. На русском языке писались первые произведения наших классиков. На русском языке также работали и первые якутские журналисты. Поэтому в этой части именно русский язык дал такой толчок для развития письменности и в первую очередь, как я уже сказал, литературы и журналистики. Это очень важно, мне кажется, для того, чтобы народ Саха на стыке 19-20 веков познал себя и как такая национальность, как народ показал себя на российском уровне. И в этом, конечно, в первую очередь и заслуга русского языка. Через русский язык мы общаемся, и это очень важно. И также русский язык такой некий мостик, объединяющий все народы, которые живут на территории Российской Федерации. Это очень важно. И мне кажется, что сегодня в данной ситуации русский язык, он как раз еще раз показывает свою направленность именно на поддержку народов России, на поддержку культуры, искусства, литературы, журналистики народов России. Это
Вот, так сказать, именно 75-летие Победы, это тоже очень важно. Просто вот я недавно читал письмо солдата с фронта, где он подчеркивает, что роль русского языка именно это помогало им общаться. И только через русский язык то как раз сплотились народы в борьбе с фашизмом. Это тоже очень важно понимать нам. И это еще русский язык в эпоху цифровизации, конечно же, это важнейший фактор. Ну что ж, спасибо нашим уважаемым экспертам. Действительно, очень важно помнить, что мы живем в многонациональном государстве, где все народы равны. И теперь это предлагается зафиксировать в основном законе страны. Еще одна спорная поправка из тех, что вынесены на голосование 1 июля, касается возможности создания в России так называемых федеральных территорий – участков земли в составе субъектов РФ, попадающих под прямое федеральное подчинение. Некоторые сограждане опасаются, что регионы скорее потеряют, чем приобретут от такого соседства. Для чего же нужны федеральные территории и что их появление будет значить для субъектов Российской Федерации? Обратимся к участнику рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, декану юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, зав. Кафедры конституционного права Сергею Белову. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, коротко о работе в группе, чем вы занимались, какие поправки рассматривали, сколько вообще поступило предложений по поправкам? Я не помню точную цифру, их поступило несколько сотен. Рабочая группа занималась тем, что мы обобщали эти поправки. Поправки поступали и от членов рабочей группы, и от тех, кто выражал самостоятельную инициативу, от граждан, от организаций. И рабочая группа была, деятельность рабочей группы была сорганизована так, что в составе рабочей группы были подгруппы, и каждая подгруппа занималась определенным блоком вопросов. Была подгруппа по социальным вопросам. Вот я и Сергей Михайлович Бибенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области, мы вместе возглавляли подгруппу, которая занималась вопросами территориального устройства, местного самоуправления и отчасти системы органов государственной власти в той части, в которой она затрагивалась вопросами территориального устройства. А если судить по предложениям, то что больше всего волнует жителей России? Ну, наверное, больше всего споров и дискуссий вызывали вопросы, связанные с социальной защитой и с блоком тех поправок, которые касались закрепления исторической памяти, территориальной целостности. Наверное, вот вокруг них было сосредоточено основное внимание, хотя в удельный вес их в общем составе поправок может быть не так велик. Гораздо больше поправок касались реформы системы органов государственной власти как на федеральном уровне, так и общей системы территориального устройства, создания из органов местного самоуправления и органов государственной власти единой системы публичной власти. Это новелла, которая сейчас в Конституции пока не существует, и только с принятием поправок появится новая категория для нашего публичного права и для нашей Конституции. Это единая система публичной власти. Ну что ж, деятельность рабочей группы была насыщенной, ее участники придумывали самые разные политические сценарии, которые могут произойти в будущем. Но давайте вернемся в настоящее, к тем поправкам, которые волнуют наших сограждан. Сергей Александрович, в чем заключается идея федеральных территорий, на какие объекты она ориентирована? Она ориентирована на те объекты, которые реально используются именно федеральными органами государственной власти, федеральными учреждениями, федеральными предприятиями, теми территориями, которые фактически живут в особом режиме и в своей деятельности мало связаны с работой именно региональных и тем более муниципальных органов публичной власти. Ну, в качестве примера, когда мы обсуждали эту поправку, переводился космодром в Плесецке. И понятно, что региональная власть в отношении
этой территории фактически никаких полномочий не осуществляет. Поэтому закрепление этой территории как территории федеральной будет означать признание де-юре того, что уже существует де-факто. Спасибо за емкие разъяснения. Еще одной обсуждаемой темой последних месяцев, связанных с внесением поправок в Конституцию, стало так называемое обнуление сроков действующего президента России. Эта поправка дает ему право избираться на пост еще дважды. Зачем понадобилось предоставлять такие конституционные права главе государства? Вновь обратимся к Сергею Белову. Сергей Александрович, что именно в основном законе поднимается под обнулением? Означает ли это, что продление сроков произойдет обязательно? Но слово «обнуление» в тексте Конституции, в тексте поправок отсутствует. Речь идет о положении 81 статьи Конституции, которая закрепляет запрет одному и тому же лицу избираться, вернее, занимать должность президента определенное количество раз. Это 2 раза в действующем тексте, 2 раза подряд. После внесения поправок слово «подряд» должно быть исключено. И, собственно, смысл этой поправки предполагает, что не будет ограничено именно количество сроков президентуры последовательно, но один человек не сможет вообще занимать должность президента более 2 раз. Если это положение, то есть если эта поправка не сопровождалась бы оговоркой о том, что она не распространяется на тех, кто занимал должность президента Российской Федерации и в настоящее время, и раньше, то действующему главе государства пришлось бы прекратить свои полномочия, поскольку он уже более чем 2-й раз занимает эту должность. Речь не идет о требованиях к избранию, к выдвижению кандидатуры. Речь идет именно о запрете замещать должность президента. Вот в этой части, конечно, предполагается, что поправка, она не требует от главы государства выполнить это изменение Конституции, сложив в себя полномочия немедленно, не дожидаясь окончания срока его президентуры, то есть срока, на который он был избран в последний раз. Собственно, сейчас предполагается, что никакого автоматического продления полномочий, как вы предположили, не будет. Это все равно требует, чтобы после окончания текущего срока полномочий президента были вновь проведены выборы президента. Но из текста этой поправки следует, что действующий президент может выдвинуть свою кандидатуру на этих выборах тоже. Вот такой еще вопрос. Когда Валентина Терешкова озвучивала свое предложение обнулить президентский срок, Владимир Путин заявил, что сперва за эту возможность должны проголосовать граждане, а потом Конституционный суд должен признать ее законность. Голосование состоится 1 июля, суд признал в марте поправку законной. С позиции права действительно необходимы эти оба условия? Насчет необходимости, это процедуры, которые в данный момент не являются обязательными в соответствии с положениями и 9 главы Конституции, которая регламентирует порядок принятия поправок к действующему тексту, ни в специальном законе о внесении поправок в Конституцию, но в самом законе о поправках, который был принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации и который поддержали практически все законодательные органы власти субъектов. Вот в этом законе установлены требования и по оценке конституционности этих поправок Конституционным судом, и об обязательном голосовании по поправкам всеми гражданами. Это сформулировано как обязательные условия окончательного принятия и вступления в силу этих поправок. Спасибо, Сергей Александрович. Напомню, с нами был один из участников рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Сергей Белов. А теперь о политической стороне процесса.
С нами на связи политолог Петр Кириян, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем. Петр Андреевич, мы сегодня говорили о поправках про государствообразующий народ, про федеральные территории и про обнуление президентских сроков. Почему, на ваш взгляд, именно эти поправки вызвали такой резонанс в обществе? Я думаю, они вызвали такой резонанс в обществе просто потому, что по ним есть разные точки зрения, и они до конца еще, что называется, не оттрактованы. То есть мы не пришли к единому пониманию и не проговорили между собой, что мы под этим понимаем. Это причина, по которой люди, собственно, по-разному к этому относятся. Хотя на самом деле у каждой из этих поправок есть некий смысл, который достаточно линейный для специалистов, к сожалению, все мы не можем одновременно являться специалистом в каком-то деле и быть конституционными экспертами. Ну вот если отдельно под тему государствообразующего народа, языка. Языка, не народа. По языку история следующая. У нас есть многолетняя практика, и она до сих пор, естественно, успешно реализуется во всех республиках с различными этносами, со своей культурой, со своей богатой историей, о изучении национального языка, национальных языков. Есть республики, где не один этнос, а несколько уже со своим языком, соответственно, исторически проживают. И у нас на примере ряда национальных республик было несколько случаев, я могу привести случай в Татарстане, когда, во-первых, регион закреплял в качестве образующего языка местный, по крайней мере, пытался это сделать с точки зрения принятия регионального законодательства, и также пытался в договоре с федеральным центром провести некоторые разграничения: язык государственного общения и, так сказать, образующий язык. Эта поправка, она не меняет ситуацию с изучением национального языка, национальной культуры и доступа к этому изучению, что гораздо важнее, для национальных республик, но все-таки в школьной программе, в средней школе любой житель национальной республики также должен будет изучить русский язык, просто потому, что для такой большой страны должен быть единый язык общения, в том числе в документах. И, соответственно, вынеся в Конституцию эту норму, снимается возможность противоречий между желанием любой территории поднять свой язык, сделать его основным, супротив общегосударственного. Здесь не возникает поля для конфликта, которое было раньше, поскольку вопрос никак не был прописан в основном законе страны. Спасибо. О федеральных территориях что вы можете сказать? Я добавлю, у вас выступал эксперт. Там есть еще один аспект, о котором говорили сразу, когда разрабатывалась данная территория, данная инициатива. Он касался тех территорий, которые либо нуждаются в прямом финансировании и поддержке, либо это территории с какой-то определенной экологической ситуацией или заповедники. Я могу лишь привести в качестве примера, чтобы было интереснее, ситуацию на острове Ольхон, где действительно имело место быть даже обращение к президенту, что есть муниципалитет, есть, естественно, регион, есть потребность строительства дорог, развития инфраструктуры для жителей этой территории. Жителей там не очень много. Понятно, что финансовых механизмов у них не так много, чтобы профинансировать эти работы. Я имею в виду муниципалитет. И регион тоже не может перераспределять средства только в пользу одной территории. Соответственно, был поставлен вопрос о финансировании и об организации данного процесса. Потому что существующие модели по законодательству действующему жители не могли, естественно, заниматься развитием территории с точки зрения инфраструктуры, потому что они нарушали экологическое законодательство. Там не очень было разграничено, да и сейчас, наверное, не очень разграничено территориально предметы ведения. Если вы вводите федеральную территорию, определяете зону заповедника, в ней оставляете зону, где проживают люди, это как обычный муниципалитет, вы, соответственно, можете развивать и дороги, и какие-то инфраструктурные моменты, не нанося вред природе, окружающей среде, но в определенном правовом режиме. Правовой режим в данном случае для охраняемой территории будет федеральная территория. Для жителей самих ничего не изменится. Они остаются жителями региона, у них остается та же регистрация, круг работы, общение, жизнь. На общероссийском голосовании за поправки в Конституцию настоял президент, хотя действующее законодательство на этом не настаивает. Почему для него это так важно, по вашему мнению? Я думаю, там есть несколько причин. Конечно, надо его спрашивать, но я сделал два предпочтения. Первое. У нас есть все-таки традиция общенародного голосования по основному закону. В 1993 году
как бы мы ни относились к истории подготовки и проработки основного закона, он все-таки принимался на референдуме. И это такая, скажем, неформальная, формально устоявшаяся практика. С одной стороны, тогда это требовал закон, с другой стороны, если это настолько ключевой акт для жизни страны, как это подчеркивают и президент, и Дума государственная, и члены правительства, то, наверное, имеет смысл даже при отсутствии формальных юридических причин вынесения на референдум организовать некое общенародное волеизъявление. Сначала люди могли предлагать поправки через экспертов, через общественную палату, через региональные собрания. Теперь они могут высказать свое отношение к документу, который уже был, собственно, принят законодательными собраниями Нижней и Верхней палаты, был подписан президентом и ждет одобрения их. То есть это такая некоторая история. Все-таки процессы, несмотря на то, что они обычно прописаны в законах, они все-таки имеют некоторую неформальную сторону. Неформальная сторона вопроса, что Конституция все-таки утверждается гражданами. Ну и второй момент. Совершенно очевидно, что граждане имеют полное право повлиять на этот законопроект. Он был написан так, что в нем есть отдельная глава, что поправки вступают в силу после их волеизъявления. Да, это некая новая практика. Она, скажем так, относительно неформальна. Если мы говорим об избирательном законодательстве, а также о конституционных поправках, которые принимаются через референдум или основные или конституционные законы. Тем не менее, поскольку законодатель, в данном случае Нижняя палата парламента, а потом и Совет Федерации, согласились с тем, что необходимо, чтобы точку в этом вопросе ставил гражданин России, соответственно, формируется такое вот волеизъявление. Это все-таки не голосование, похожее на голосование за кандидата на выборную должность, губернатора или главу города. Это не голосование по каждой поправке отдельно. Это скорее утверждение, или не утверждение всего спектра изменений в основной закон, который законодатель уже осуществил. Но несмотря на то, что пандемия коронавируса, которую мы сейчас переживаем, идет на спад, все-таки ко дню голосования ее медийный и психологический, прежде всего, эффект будет силен. И вот как вы считаете, может ли это повлиять на процесс волеизъявления граждан? Я думаю, что нет, по двум причинам. Во-первых, все-таки мы имеем даже сегодня протокол организации самой процедуры волеизъявления очень сильно регламентированным и прописанным в части санитарной и эпидемиологической безопасности, вплоть до того, что вход и выход из помещения для голосования должны быть разными. Это не традиционная ситуация, когда вы заходите, голосуете, выходите там же. Также даже расстановка, скажем так, мест, где вы можете поставить галочку, тоже сделано так, чтобы вы могли это сделать, не пересекаясь людским потоком. То есть ЦИК, не делая никаких прогнозов, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, просто заложился на то, что все места для волеизъявления, открытые или это в помещениях, должны быть устроены так, чтобы риск возможного распространения коронавирусной инфекции был максимально низким. Сделано это не потому, что кто-то верит или не верит в какие-то волны или там риски развития эпидемии, а просто потому, что, как неоднократно говорили, страна большая, в разных регионах может сложиться на 1 число разная ситуация. Даже если мы говорим о том, что мы наблюдаем, как это говорят, плато, или спад заболеваемости, или даже снижение заболеваемости, все равно каждый губернатор должен быть уверен, что волеизъявление пройдет так, что граждане останутся в безопасности. Для этого, собственно, приняты те протоколы, которые были уже представлены. Я думаю, что на исход голосования или отношение граждан к поправкам в основной закон сама ситуация коронавируса не повлияет, а скорее повлияет их интерес к тому, как их жизнь может измениться или как их те или иные права будут гарантированы и прописаны после того, как эти поправки вступят в силу. Спасибо, Петр Андреевич. Я напомню, что с нами на связи был руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. До всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России остается немногим более 2 недель. За это время мы услышим еще немало экспертных мнений, высказываний политиков и общественных деятелей о предлагаемых изменениях.
Однако сейчас уже достигнут важный этап. Мы все обратили самое серьезное внимание на то, какие законодательные нормы регулируют нашу жизнь, и задумались о стратегических приоритетах. С вами была программа «Честный разговор» и я ее ведущая Ирина Ефимова. Берегите друг друга и будьте здоровы. До свидания.